я создал вас от одного мужчины и одной женщины и сделал вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга. Коран, сура 49, аят 13. Уголок большой России, край богатый и красивый, Карачаево-Черкесия моя. И рассказы аксакалов, и задумчивые скалы, и стоящие на страже тополя. Эльбрус, вершина Европы. На севере и западе этого снежного великана раскинулась многонациональная Карачаево-Черкесская республика. Но наш сегодняшний рассказ о карачаевцах, древнейшем горском народе Кавказа. В России проживают около 250 тысяч карачаевцев. Они говорят на карачаево-балкарском языке. Три основных составляющих формируют идеологию современного национального самосознания карачаевцев. Во-первых, это устойчивое представление о том, что карачаевцы – коренной народ Кавказа и один из древнейших этносов, чей этногенез завершился на данной территории, в горах и предгорьях Западного Кавказа. Убежденность в том, что мы – горцы, кавказцы. И кого бы вы ни спросили, кто такой карачаевец, вы непременно услышите в ответ: горец? Горец. Прежде всего, это горец. Во-вторых, это развитое у карачаевцев чувство причастности к тюркской, суперэтнической общности. Карачаево-балкарский, аланский язык относится к западной ветви тюркской группы языков. Признание себя не столько тюркским, сколько аланским, тюркоязычным народом, и утверждение «мы аланы», тюркоязычный народ. Наконец, третьей основой самоидентификации карачаевцев является их ощущение принадлежности к исламскому миру, к единой мусульманской умме, выраженной в формуле «мы мусульмане». В длительной истории формирования карачаевского народа просматриваются древнейшие слои, относящиеся к третьему тысячелетию до нашей эры, ко времени ранних контактов, столкновений, взаимовлияния протокавказской, оседло-земледельческой и курганной протюркской, кочевнической культур. На эти древние пласты ложатся более поздние наслоения скифо-сарматской культуры, аланская ветвь которой обретает яркую самобытность уже в первых веках нашей эры и становится основой аланского государства. Мы находимся в ущелье Архыз, и конкретно на месте, где был расположен город, аланский город Маас. Само городище насчитывает до 500 фундаментов. Здесь, по приблизительным подсчетам ученых, проживало от 2 до 2,5 тысяч человек. Для того времени, для X века, это довольно был большой город. Если провести параллель с Парижем, то в Париже в это время где-то проживало 1000-1500 человек. То есть здесь проживало на порядок больше. Вот. Уникальность этого комплекса состоит еще в том, что здесь проходила северная ветка шелкового пути. Аланская культура – явление уникальное не только в масштабах Северного Кавказа, но и России в целом. Ее уникальность, кроме всего прочего, состояла еще и в том, что ареал ее бытования является на территории России единственным ее регионом, где синхронно употреблялись 3 типа евразийской письменности – тюркская, руническая, греческая и арабская. Это говорит об имевшем место распространении тенгрианства, христианства и ислама. Да, действительно, здесь находился культурный, религиозный и политический центр аланского государства. Наряду с христианскими миссионерами, которые проникали со стороны Византии, здесь бывали и мусульманские миссионеры. То есть практически на этой территории были все религии, можно так сказать.
Сегодня на этом месте недалеко расположен поселок Архыз, где живут карачаевцы, потомки Алан. Происхождение карачаевцев от Алан подтверждается анализом значительных пластов фольклора, древнего эпоса о нартах и богатым археологическим материалом и поддерживается доводами ученых. Сегодня в Карачае сохранились исторические памятники, подтверждающие сказанное. На западном склоне Архызского ущелья, в районе селения Архыз, остались руины военного укрепления, называемое до сих пор Харчакала, крепость Харчи. Все это были области эльбруссов, и крепости их были на вершинах гор, а дороги крайне трудны и тяжелы, так что из-за большой высоты у наблюдающего темнело в глазах, а у смотрящего шапка падала с головы, и стрела даже со второго яруса не достигала снизу доверху крепости. Низамаддин Шами, Книга Побед, XIV век. Древнее горное селение Хасаут. В истории Карачая были разные дни. Были дни радости, были дни горя. Но особенно в памяти народа живы две трагедии. Это разгром Темирланом Аланского государства, предков карачайцев, и геноцид карачайского народа в 1743 году. До единого человека карачайцы были сосланы в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь. Через 14 долгих лет карачайцы возвращаются на свою родину, но однако они оставили по дороге в Среднюю Азию и Казахстан и в пустынях далекой Средней Азии и Казахстана оставили около 70% своего народа. До сих пор руины этого селения, они являются безмолвными памятниками совершенного варварства и геноцида уже не в Средние века, не Темирланом, а уже в 20-е века в Советском Союзе. Sizden ayrılıp kalırız. Uzak ayrılıp kesip ağlarız. Ömrü yaşar tavadan. Bize yük geleceğe boş acılarız. Alana sıkıla tavadan. Duvarlarımıza eşitler açılmayı güven. Şalollar hani keçi dağlarımız, azabız akara dökülen. Savar saklayan bizi izlerimiz, azabız akara boydan. Canım sağ kavan ulu Karacay'da, kalacağını öyle koyda. Не будем описывать всего кошмара массового геноцида, который пережили карачаевцы после 1943 года. Обратим внимание только на одно обстоятельство, важное в контексте интересующей нас проблемы. Именно в условиях депортации и ссылки происходит возрождение его религиозности. Об этом наглядно свидетельствует такой любопытный документ, как адресованный первому секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву послание группы карачаевских коммунистов. Они писали:
Мы считаем необходимым довести до сведения ЦК КПСС то, что если до переселения карачаевцев в Среднюю Азию наблюдались признаки ассимиляции карачаевцев с окружающими их народами, то насильственное переселение и дискриминация вызвали стремление к национальной обособленности. Среди народа стала возрождаться и развиваться мусульманская религия. Видимо, эта религиозность является попыткой выражения протеста против национальной несправедливости. 11 мая 1956 года, город Фрунзе. Пройти дорогу ада и выжить во время насильственного выселения, продолжавшегося с 43 по 57 годы, помогла народу его вера. На свою родину карачаевцы вернулись с мусульманской верой, не только не разрушенной, но возродившейся и окрепшей в тяжелые годы изгнания. Нас спас Бог. Вера. Мы молились Аллаху и трудились, жили своим трудом. Нас в Азии спасла только дружба. То, что народ, который выслали, дружили между собой, делился, трудную минуту поддерживали. Когда дома строили, несмотря кто он по нации, делали дома, мазали дома и жили дружно и хорошо. Нас спасла Бог. Мы переселенцы в Азии были 14 лет, вернулись домой, слава Богу. Аллах будет нас берег и вернулись на родную землю. Вот с тех пор молимся и считаем, что действительно мы народ, верующий в Бога. В истории карачаевцев было много разных событий. Горе и радость чередовались достаточно часто, и тем не менее горцы живут не одними трагическими воспоминаниями. Природный оптимизм, надежда на счастливое будущее определяют их современную жизнь, что наиболее ярко выражается в национальных танцах, из которых можно узнать историю, культуру и традиции этого народа. Сегодня с искусством горского танца знакомит нас юношеский коллектив ансамбля «Минитау». О том, что выражают собой карачаевские танцы, очень хорошо сказал руководитель ансамбля Айбазов Талхар. Понимаете, каждый народ в своем стиле, в своем танце, она выражает жизнь и самобытность культуры своего народа. Понимаете? Как когда смотришь вот так, как будто одинаково, но в любом случае в каждом танце каждый народ показывает свой характер, свою культуру. Через танцы можно узнать даже древность народа, этнографию народа.
Без национальных танцев не обходятся ни государственные, ни народные праздники, ни другие массовые мероприятия. Танцуют все и везде. Свадьба будет на юге, где кавказцы живут, где красивые люди гордо песни поют. Сам я девушку встретил с черной длинной косой, голубыми глазами, с открытой душой, голубыми глазами, с открытой душой. Конечно же, без национального танца не обходится и свадьба, а свадьбы у карачаевцев бывают нескольких видов. Это, во-первых, по взаимной договоренности, когда невесту забирают из родительского дома. Во-вторых, кража невесты по предварительному согласованию с ее родителями или только с ней. Третьим же видом свадьбы может быть кража невесты, даже если она не согласится. На такой шаг жених может пойти, когда совсем потеряет голову от безответной любви. На одной из таких карачаевских свадеб нам посчастливилось побывать. Это была кража невесты с ее согласия. Целых 3 дня шел сложный процесс примирения сторон. И как часто бывает в подобных случаях, мудрые горцы приняли единственно правильное решение простить жениха его шалость, то бишь кражу невесты. Ну что поделаешь, любовь ведь. И вот к концу 3-го дня гости со стороны девушки с подарками приезжают в дом жениха примириться, сочетать молодых браком. Некоторое время гостей почуют разнообразными блюдами. Надо сказать, столы на свадьбах буквально ломятся от обилия яств. Женщины сидят с невестой отдельно от мужчин. Старшее поколение отдельно. Дети снуют везде, куда ни посмотришь. И, конечно же, идет той. Национальные танцы. К полуночи начинается обряд ауалган, снятие с невесты свадебных покрывал. В сопровождении своих родных она появляется перед новыми своими родственниками. Сперва произносится тост пожелания 2 тамадами обеих сторон. И обязательно тост произносится с чашей в руках, со специально приготовленным сладким напитком, называемым бал-аяк, символом будущей сладкой жизни молодоженов. Множество теплых слов посвящено молодоженам, добрые пожелания, напутствия, которые народ сопровождает словами «Амин, амин Аллах». А кто не скажет «Амин», да откусит свой язык, подшучивают ораторы над зеваками. Потом из чаши должны отпить. Непременно вначале пьют дети. И в этом есть свой смысл – пожелание иметь молодым много детей. С пожеланием того, чтобы приход невесты в этот дом был бы благословенным, благополучным, счастливым, ее закидывают монетами и конфетами. И тут не обойтись без детворы. Несмотря на позднее время, они ждут свой час, добросовестно выполнить свою миссию. Ни одна монета не утаится от зорких глазенок. Впрочем, взрослые тоже помогают им. Это единственный случай, когда горцам не стыдно поднять монету с земли, потому что она брошена на счастье. Затем приступают, собственно, к обряду ауалган, снятию покрывал. Как правило, покрывало снимает младший брат жениха. В этой же свадьбе мы столкнулись с исключением из правил. Ау сняла одна из взрослых женщин, родственниц жениха. И дорога открыта всем желающим приветствовать и пожелать счастья новой родственнице, невестке. После этой церемонии люди выстраиваются для нового обряда бракосочетания никах. Надо сказать, 2 вида проведения никах практикуются в Карачае. Часто несколько мужчин едут в дом имама и там же, вдали от молодоженов, проводят формальный акт бракосочетания. Другой же вид обряда никах, всенародный, именно так и решили провести в этом случае. Имам, приглашенный для проведения обряда, Пайчоров Осман Хаджи, настоял на том, чтобы никах был совершен мной, ведущим данной программы. В брачной проповеди имамы, как правило, восхваляют Всевышнего, славословят пророка Мухаммада, мир ему, читают аяты Корана и изречения посланника Аллаха, соответствующие событию.
сказал Всевышний: «О люди, вступайте в брак с теми, кто придется вам по душе». Сказал посланник Аллаха, мир ему: «Вступление в брак, никах, является моей традицией, сунной, и кто отвергнет мою традицию, тот не от меня». Обязанность мужа обеспечить свою избранницу жильем, питанием, одеждой и опекать ее. Обязанность же жены быть опорой избраннику своему и блюсти его честь. Воистину благочестивая супруга — половина веры, имана. Обязанность же обоих быть праведными мусульманами и почитать родителей друг друга как своих и воспитывать благочестивое потомство. Итак, в конце проповеди имам спрашивает сперва невесту, а потом жениха о добровольном вступлении в брак в соответствии с Кораном Всевышнего и сунной пророка, мир ему. В присутствии опекуна невесты и множества свидетелей молодые дают согласие на вступление в брак и быть друг другу опорой, поддержкой в радости и горе. Брак подкреплен и свадебными подарками. И таким образом имам объявляет Кубанова Рамина, сына Муссы, и Узденову Зарему, дочь Мухаммада, перед Всевышним Аллахом и людьми, мужем и женой. Старейшина Байчоров Осман Хаджи читает дуа. Свадьба у Рамина и Заремы удалась на славу. Бросалась на глаза исключительно европейская современная одежда не только у участников торжеств, но и у героев жениха и невесты. А в старину для свадеб шили особые платья. Одежда жениха, конечно же, была скромной. Горский этикет не допускает украшений для мужчины. Другое дело — подвенечное платье невесты. Ради справедливости стоит сказать, что традиция шитья национального подвенечного платья жива в Карачае до сих пор и возрождается в последние годы. Множество разноцветных материалов, большое разнообразие узоров, различные фасоны, но непременно один объединяющий элемент свадебного платья — это национальные узоры ока, сшитые золотом и серебром. Не всем под силу искусства национального золотого шитья. Для этого нужен Божий дар. Так и говорит героиня нашего следующего сюжета, мастерица-золотошвейка, бабушка Аминат Бурлакова. И я никогда на это дело я не учился, мне одаренный Аллахом из дела. Бабушка Аминат с детства почувствовала стремление к шитью. В годы депортации карачаевцев, будучи маленькой девочкой, была вынуждена, спасаясь от голода, шить тапочки, ватные одеяла, простую одежду. Но после возвращения на Кавказ наша героиня в числе немногих энтузиастов занялась возрождением искусства национального золотого шитья. Многих желающих родственниц и соседей она научила своему ремеслу. Многие невесты красовались в ее подвенечных платьях. Национальные узоры ока шьются золотыми и серебряными нитками на простой тонкой ткани. Каждый узор ока имеет свой исторический и философский смысл, но все они, безусловно, выражают красоту, изящество, элегантность карачаевской национальной одежды. Сегодня спрашивает у матери, внучка, говорит, почему, говорит, мама себе, Аня говорит, Аня себе не такое платье не шьют. У матери спрашивает. Национальные узоры карачаевцев сохранились не только в войлоке или одежде, но и в кузнечном деле. Мастер художественной ковки железа Белял Узденов называет свое ремесло искусством. Трудно не согласиться с ним, увидев предметы его труда, выполненные в классическом стиле горского орнамента. Искусство художественной ковки нашло отображение в таких предметах, как ворота, перила, балконы, решетки, люстры, подковы, камины, фамильные гербы. Художественной ковкой мастер Белял занимается уже давно. В буквальном смысле он подчинил своей воле чары огня и силу железа. Старается передать опыт другим. Но люди во многом увлечены техникой, компьютером и мало интересуются железом. Сын, студент 2-го курса университета, помогает отцу, хотя не факт, что он пойдет по стопам, потому как не всем дано видеть красоту мира через призму кованого железа.
Здесь были заколоту. Это часть элемента. Часть элемента Да. чего? Ну вот на решетку, На решетку. на перила, решетку там. Насколько я вижу, это труд тяжелый, ручной труд, да? Ну, почему вы выбрали именно этот труд? Труд вот с кувалдой, там, наковальней, с огнем связанной, да? Ну, меня всегда железо притягивало. Я в железе все вижу как-то. Ничего другое. Красоту мира через Да. кованное, самое художественное. Да. Ну, Ну и когда вы занимаетесь этим делом? ну, за лет 10 вот именно кофе. До этого и деревом занимался, и все, что я перепробовал, я не знаю, и музыку пробовал, и деревом, и то, и это, рисовать это. Но на этом как-то остановился у нас. Ну, значит, Да. это, видимо, уже как бы выбор судьбы. Отображается ли вот в ваших изделиях, скажем, национальные какие-то узоры, традиции, орнамент? Ну, у нас же свои орнаменты есть. Есть люди, которые находятся, которые именно нашими национальными орнаментами приходится ковать, вставлять где-то там на ворота, на решетки. Я вижу, у вас выставлены там вот некоторые изделия, видимо, элементы ворот или решеток. Представляете собой они какие-то национальные? Национально вот вокруг щита вот там это. Вокруг щита. Да, вот эти наши чисто орнаменты. Чисто национальные. Вы учились у кого-то? В Карачае много ли людей занимается этим делом? Не, сейчас тут здесь на ремеслом очень мало кто занимается. Очень мало. Вы кому-то пытаетесь передать ваш талант, ваши знания, ваш опыт? Стараюсь передать, но очень мало желающих. Все на технику смотрят, на компьютеры смотрят, никто так. У вас сыновья? Ну, сын постоянно со мной. После занятия, после института, Помогает? да, выходные. Сколько дни. ребят? Ну, на втором курсе это сейчас учится. Ну, после университета он, по всей видимости, может, уже пойдет как бы не совсем по шагам. Там дальше видно. Да, чтобы работать, чтобы, скажем, выпилить это железо, нужно дюжину силы, конечно. Одних, скажем, спортивных тренировок для этого недостаточно. Я думаю, что кузнецы могли бы успешно бороться со спортсменами армрестлинговыми, да, скажем, или другими видами спорта, они могли бы успешно, скажем, соревноваться. Это мой был первый опыт. В Карачае пусть и немного, но есть еще хранители старины и традиций горцев. Марьям Юсуповна Хувиева – одна из них. Педагог, воспитатель, подвижница. Она посвятила свою жизнь сохранению и обучению национального языка и культуры своего народа. По своей инициативе она 20 лет назад основала Музей истории и культуры карачаевцев в одной из школ Карачаева-Черкесии. Начиная с 1983 года я решила собрать, что осталось у горцев, и показывать детям, чтобы они были знакомы с культурой карачаевского народа. В школьном музее собраны одежда, шали, платья, войлочные ковры и изделия, медные кувшины, чугунные казаны, деревянная посуда, ложки, половники, чаши, каменные изделия, молоток, элементы ручного веретена, каменные стрелы, кожаные бурдюки для хранения зерна и молочных продуктов, кожаная обувь. Самые старинные изделия в музее аж 16 века. Это отточенный камень для ручного веретена. Раньше вот из шерсти изготавливали горянки различные изделия, и чтобы пряжу вот из камня сделали такие. Это относится, наверное, где-то к 16-17 веку. Марьям Юсуповна собирательница не только предметов старины, она еще известная в народе хранительница секретов национальной кухни. Она знает процесс приготовления 49 карачаевских блюд. Наиболее популярным из них является горский пирог хрычин. Карачаевцы готовят около 10 разных видов хрычина. Процесс приготовления достаточно прост. Например, для приготовления одного из видов хрычина нужно
Первое. Сваренную в мундире картошку почистить и пропустить через мясорубку. Затем добавляем домашний сыр. Сыр в основном бывает цельный. Полученную массу перемешиваем. Из готовой массы делаем шарики небольшие, и готова начинка для хачина. Затем берем заранее замешанное готовое тесто. Тоже делаем вот такие вот шарики. Тесто раздавливаем, вкладываем вовнутрь готовую начинку, собираем края теста, расправляем и раскатываем тесто с начинкой. Теперь процесс жарки хачина. Жарим на кипяченом подсолнечном масле минут 5-6. При жарке хачин обязательно нужно переворачивать несколько раз. Готовность будет видна по цвету, легкости и пышности. Снимаем. Хачин готов. Хачин можно кушать, обмакивая в сметану или разогретое масло. Приятного вам аппетита, ребята. Прохождение Великого Шелкового пути через земли карачаевцев и их предков Алан, а также наличие горных пастбищ с различными сроками вегетации и растительности издавна способствовали разведению горных пород разных животных. Так карачаевцы вывели одноименные породы лошадей, коров, овец и собак. Что касается крупного рогатого скота карачаевской породы, то они были приспособлены горному и отконному виду хозяйствования. Доились такие коровы в течение полугода после отеления и давали молока 3-5 литров. Что касается овец карачаевской породы, то они отличаются неприхотливостью, легко переносят холода, имеют небольшой курдюк. Особенно ценится у горной овцы ее нежное, вкусное и ароматное мясо, идеальное для настоящего кавказского шашлыка. А славится она еще длинной, густой, глинцевитой и очень мягкой черной шерстью, из которой выделываются сукна, кашмы, бурки и другие виды одежды. В селениях Карачая еще есть люди, хранящие искусство шерстяного сукна. С одной такой мастерицей-войлочницей, с бабушкой Сапра Бостановой, мы встретились у нее дома. Она нам рассказала и показала технологию процесса изготовления шерстяного сукна и различных изделий. Для производства войлочной шляпы вначале берем устройство, называемое джеген. Сделано оно из камыша и обычной веревки. Затем берем 200 граммов промытой и расчесанной шерсти, равномерно раскладываем в форме круга, обильно брызгаем ее мыльной кипяченой водой. Затем скручиваем джеген с шерстью и вялим это все локтями некоторое время. Как только шерсть уплотнится, берем другое устройство, называемое четен, сделанное из деревянных прутьев. На нем сворачиваем шерстяную заготовку, предварительно окунув в кипяченую воду и намылив. Затем начинаем вялить локтями. Несколько раз окунаем и намыливаем густеющую шерсть. В конце концов, она превращается в войлок. Тогда мы складываем его один раз, заворачиваем и начинаем опять вялить до тех пор, пока не выделится колпак, и промываем мыло. Затем одеваем ее на форму и начинаем взбивать ладонями, поглаживая вокруг. И, наконец, получаем форму войлочной шляпы. Края обрезаем прямо на форме. Что касается фуражек, то они вырезаются на руках. Таким же образом производятся и другие войлочные изделия. Бабушка Сапра сказала, что именно так выглядел горец в недалеком прошлом. Единственное, чего не хватает, так это хорошего коня. А к лошади отношение горцев особенное. Карачаевская пословица говорит: «Конь – крылья мужчины». Кони у горцев не использовались в качестве тягловой силы. Для этого существовали быки и ослы. Но как средство передвижения для воина и пастуха кони были незаменимыми. Лошадей карачаевской породы отличает хорошая ориентировка в горной местности, по твердому каменистому грунту, осторожность на горных тропах, способность легко преодолевать подъемы и спуски
исключительная прочность копыт. Они универсальны, хорошо работают под седлом и в упряжи. Животные этой породы на редкость работоспособны, не требовательны к условиям содержания. Карачаевские лошади способны делать длительные марш-броски в любое время суток, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Карачаевская порода самая выносливая в мире, где на 100 километров выдерживает. Он никогда всадника не подведет. Ты будешь спать под буркой, он будет около тебя охранять. Разведением коней в Карачае занимаются в специализированном госплемконзаводе Малокарачаевский. Он расположен в 10 километрах от города Кисловодска, основан в 1930 году. Его территория с сетью рек и альпийскими лугами протянулась на высоте от 830 до 2580 метров над уровнем моря. На заводе разводятся карачаевская чистопородная, улучшенная поместная и английская чистопородная верховые породы. Коня любят все, но кто скажет о нем лучше, чем коневод? И вот мы обратились к старейшине коневодства и конного спорта республики Виджиеву Всехдолу с вопросом: что для вас значит конь? На это он поэтично ответил: Лошадь прямой мой друг, прямой мой работа. Единственное, лошадь сравнивается красивой женщиной, девушкой. Умение ухаживать за лошадьми, сохранять их породную чистоту требует не только любви к этим животным, но определенных знаний и опыта, которые могут передаваться по наследству. Мой отец коневодством занимался, я занимаюсь. Мы потомство коневодов. Сыновья этим делом продолжается. Внуки теперь 4-е поколение идет. И с какого года вы занимаетесь коневодством? 57-го года, по сегодняшний день, 46 лет лошадями. Ради справедливости стоит сказать, что с меняющимся миром меняется и роль лошади в жизни горца. Сегодня все больше разводят и содержат лошадей для скачек, а скачки любят все, и мал, и стар. По горным дорогам веду я машину свою. Накинул товарищ мой булку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналить спешу я при встрече, и тут уступает он мне. Накинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналить спешу я при встрече, и тут уступает он мне. Храню я бутылку косматой собаки, и сердце давно потерял. Живет моя милая в горном ауле, живет в средине моих скал. Зачем я себя понапрасну тревожу, лишившись покоя и сна? Моя дорогая, на крепость похожа, совсем неприступна. Зачем я себя понапрасну тревожу, лишившись покоя и сна? Моя дорогая, на крепость похожа, совсем неприступна. Если конь — это крылья горца, то собака — это надежный друг. Как говорится в пословице, в беде не бросит и лишнего не спросит. Об особенностях карачаевской породы волкодава мы говорим с профессиональными кинологами. Мы в гостях у братьев Дутаевых. Старший брат Шамиль, он рядом со мной, его младший брат Ислам. Оба профессионалы-кинологи. Шамиль — выпускник Плехановского университета, автор книги «Кавказский волкодав». Сегодня он готовит вторую книгу того же названия. Его младший брат Ислам, он врач-кардиолог. С 1992 по 2000 год возглавлял Федерацию кинологов Кавказа «Кавказский волкодав». Сегодня он возглавляет региональное отделение этой организации. И первый вопрос к Исламу. Чем отличается карачаевский тип волкодава от других? Какая отличительная черта? Отличительная черта вот эта, горбоносость, и вот эти ноздри большие, широкие ноздри у них. Да, вообще у карачаевского типа, когда горб
и она широкая, вот эта ноздря, объем, значит, дыхаемого воздуха увеличивается. То есть поэтому они у нас долгобойные, долго бьются они. И теперь вот это удлиненность пальцев. Вот сама удлиненные пальцы, это тоже только у наших собак. Вот сама ступня удлиненная. Объем площади на давление на землю больше, и за счет этого статика лучше. Еще, значит, вот это расстояние поясничное, вот этот пах называется, вот это чем короче, вот у наших собак в основном вот лишние ребра, они когда щупаешь, вот так вот, ощущается. За счет этого, когда лишнее ребро у собаки, вот этот вот корсет мышечный этого позвоночника сильнее. За счет этого они резвее собаки, сильнее. Вот теперь что? Ну, эти углы, они у всех такие, угол должен быть примерно вот такой, чтобы, учитывая, чтобы на стойку, когда встает собака, чтобы она входила в замок, как у штангиста рука. Что хорошо еще в них, это не как вот кавказские овчарки, не дурные, злые. То есть вот моя дочка может выходить запросто, она и еду ест, она может прийти, взять кость со рта, может она на нее залезть, может кататься. С детьми они вот, очень, своими, конечно, со своими. И здесь она вот около меня вас не тронет. Я его не обучал, у них интеллект. Любовь к спорту, дух состязательности у карачаевцев, как и у всех кавказцев, прослеживается во всем, будь то собачьи бои, скачки или модный сейчас армрестлинг, но особым уважением у народа пользуется национальная борьба тутуш. Ну, как и везде на Кавказе, в карачаевском народе особо популярностью пользовалась национальная борьба, это сродни с греко-римской борьбой, ну и вольная борьба. Вольная борьба у нас спорт номер один. Если в мире футбол считается, то у нас с детства начиная, кто на лужайке, кто где, кто занимается этим видом спорта. В последнее время у нас улучшается инфраструктура, открываются новые секции, есть позитивные сдвиги. Ну и вот впоследствии этого, конечно, вырастают чемпионы. У нас очень много замечательных борцов. Я всех сейчас, конечно, я не вспомню. Но в частности, вот у нас сейчас в данном турнире участвует чемпион мира среди малых стран Магомед Викаев, также Хасан Кушитаров, чемпион среди студентов, чемпион Европы среди студентов 2002 года. Также можно вспомнить великих таких, даже великократного по национальной борьбе чемпиона Юга России Султана Кикеева, да и многих других, многих. Те же Аджиев, Айбадов на сегодняшний день являются членом сборной России и представляют честь нашей страны на мировых турнирах. Это наши воспитанники, это наша гордость. Остается пожелать успехов спортсменам, борцам Карачаев. Говорить о Карачае и не упомянуть о его сказочной природе, богатой целебными грязями и нарзанами источниках, значит ничего не сказать. В Карачаево-Черкесии расположены высокогорные курорты Домбай, Сибирда и Архыз. На фоне необыкновенной красоты и первозданной дикой природы взметнулись здесь современные корпуса многоэтажных гостиниц. Подвесная канатная дорога ежедневно поднимает в горы тысячи гостей. Эти горные курорты по праву считаются российской Швейцарией. Для хорошего отдыха, лечения, занятий спортом, туризма в горной республике есть все условия. Идеальный климат, неповторимые ландшафты, лечебные источники, а главное – добродушные и гостеприимные люди. Всем передаю салам жителям Горного Кавказа. Домбай! Приезжайте к нам в гости, мы будем очень рады.
Летит орел над Кавказом и видит внизу города. Летит орел над Кавказом и видит внизу облака. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Есть на Донбайе дороги извилистые пруды. Эй, Чигит, придержи коня и быстро не гони. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Едут швейцарские Альпы, люди со всей земли. Едут на Гавайи, банкиры, богачи. А ты приезжай в Донбай, милый горный край. На склонах гор снега лежат, а в вышине орлы кружат. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Если на свете хочешь однажды увидеть рай, ты даже не сомневайся и приезжай в Донбай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай.